Порой невозможно сидеть на рабочем месте. Хочется отложить все дела, выйти на берег, прогуляться и подышать свежим воздухом. Морепродукты обогащают нас витаминами. Морская вода делает нас физически крепкими, а морской воздух успокаивает наши нервы. Как абхазские тосты, полезность моря можно перечислять бесконечно. Но используем ли мы эти блага? Это вопрос, на который программа Агойсра попытается найти ответ. Море, солнце, песок. Вот начинается курортный сезон. Но у меня вопрос не связан с отдыхом. Море у нас есть, а морепродуктами мы скудны. Почему так происходит? Почему в нашем рационе не присутствует в большом разнообразии морепродукты? И что теряет наше здоровье от этого? Об этом хотелось бы поговорить. Помимо всего этого, мы узнаем сегодня, насколько важны для нас морепродукты и какую пользу они несут как взрослым, так и детям. У нас гость уже у нас студии. Аэлита Шакая окончила Российский национально-исследовательский медицинский университет имени Пирогова. Ординатура на базе клиники научно-исследовательского института питания Российской академии медицинских наук. Работает в диагностическом центре Совитар и в городской поликлинике Синопа. Главное правило в работе – постоянно совершенствоваться. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня у нас в гостях Шакая Аэлита Атомовна, врач-гепатолог. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Начнем, наверное, с того, что Бог нам подарил не только землю, но и море. Ощущение, что у нас море только для того, чтобы быть курортной страной. На самом деле, насколько мы используем все блага, которые нам дает море. Об этом хотелось бы поговорить сегодня. Само море, сама вода, на самом деле, она очень идентична по составу с человеческой кровью. И морской воздух, этим всем надо пользоваться. Но, к сожалению, вот я работаю на берегу и не часто вижу большое количество людей, которые прогуливаются по берегу, катаются на велосипедах, гуляют со своими детьми, внуками. Да? Бывает такое, но хотелось бы, чтобы это было как бы в больших масштабах. И, кстати, как правильно это делать? Утром, вечером, днем? Какое количество времени можно проводить? В принципе, это можно делать в любое время. Конечно, нежелательно находиться под открытым солнцем, если мы говорим про летний период времени. Что касается купания, непосредственно в летний тоже период, то это желательно делать до 11 утра и потом перерыв, и где-то часов с 4 вечера, потому что с 11 до 4 солнце находится в зените, да, то есть самое яркое, и оно может нанести, к сожалению, вред. Только рассветает, кое-где на улицах еще горят огни. На трассе мало автомашин. Городские коммунальные службы уже вышли на работу, а наша съемочная группа направляется на берег. Интересно, много наших граждан свое утро встречают у моря? Раннее утро. Так и хочется сказать нашим телезрителям доброго вам утра. Но сейчас в эфире глубокая ночь. На моих часах 5:32. Мы с оператором Артуром Каланди явно не жаворонки, но вышли на охоту, чтобы пообщаться с теми, кто встает ранним утром, выходит на берег, кто плавает, кто бегает, кто просто лицезреет эту красоту, а кто ловит рыбу. Увиденное превзошло все наши ожидания. На берегу очень много людей разного возраста. А главное, это особая атмосфера. Все радостные, приветливые, энергичные. Доброе утро! Доброе утро! Многие не обращают внимания на нашу видеокамеру, а другие просто улыбаются. Для нас это удивительно. В другое время суток другая картина. Люди хмурые, не желают общаться, иногда даже раздражены. Вы каждое утро бегаете? Ну да, стараюсь по возможности. Для чего? Ну, чтобы поддерживать себя в тонусе для здоровья, для дыхания, для фигуры, для всего. А в какой час вы встаете-то? Ну, где-то в 5. И каждое утро? Каждое утро. А засыпаете? В 9. Не засыпаете на работе? Нет, подряд, знаете какой? Да. Сын прибавляется, о! Удачи! Спасибо. Это ощущение легкости и безмятежности передается и нам. Прокручивая видеосъемку во время монтажа, я везде вижу одну и ту же картину – лица счастливых людей. А я улыбаюсь в каждом кадре. Доброе утро! Доброе утро! Как настроение? Отличное. Я уже лет 10 занимаюсь. Это очень хорошо. Советую всем, чтобы заняться с утра спортивной ходьбой.
Спасибо. Всего доброго, Спасибо. добрым утром. Ара, шайва закон попастать телеги, да, حبيت ويحيد شجرهم. Siz bzeka. Abzeriz başa. Isışım şlanam şnak çurtuma. Da, siz çurzoz, sekizimse. Засад захарзыш чухой. Ba, bijbere bijege bes. Brala da 2 kilometre assadı gibi. Nasıl rakçık sakoyt metodu gibi. Nasıl da. Мапсыдзой? Bu apsada hazır, o apsarı poloda zahdı fazla. Sıra sadri seviyse çok pahalı soğucu işte şatak soğuzdur. Ишни хочешь бома. İsoğuş pişin kilogram sağın ve hani yoksa. Yetsek de çekiyor aragı seyir geçeceğim. Закаши кусыш хыцуэ. Пшени басырху. Это время еще и для рыбаков. Одинокий старик у волнореза готовит рыболовную снасть. Мне вспомнился Хемингуэй, его «Старик и море». Не очень мешаем. Наоборот. Рыбу пока не поймал, только пришел. Поэтому, наоборот, с такими молодыми людьми приятно и побеседовать. Вообще я заметила, что люди, которые встают рано утром и выходят на море, у них хорошее настроение. Совершенно правильно. Кто рано встает, тому Бог дает. Вот посмотрим. А какую рыбу ловите Барабулька. чаще? Вот сейчас пошла барабулька. Поэтому внук мой приезжает, хочу приготовить к его приезду рыбу. Эдуард, так зовут нашего нового знакомого. Ему 77 лет. Он коренной сухумчанин. Рыболовством увлекается с самого детства. Раньше на лодке выходил в море. Сейчас предпочитает сидеть и отдыхать. В рыболовстве не только смысл приобрести рыбу, а еще как-то отдохнуть душой. Есть такое? Кайф такой, да, получаешь, да. Особенно, когда тащишь ее. А так вообще бывало, вот вы столько лет ловите рыбу, чтобы крупная, большая рыба? Бывало, да. Да, какая? Да. Немножко расскажите эту историю. Ну, рыбаки обычно обманывают. Ну, честно говоря, один раз поймал я горбыля, ну, вот такого. А на здоровье не жалуетесь? Слава Богу. Я утром хожу туда-сюда, зарядку делаю. Не курю, не пью. Отлично. Спасибо вам, удачи. И вам того же. Приятно было пообщаться. Мне тоже. Говорят, море в такое время самое спокойное, самое чистое, а возможно и полезное. Прохладно на самом деле, но свежо. Сейчас мы проверим градус. Буквально через минуту перестаешь ощущать холод. У тех, кто страдает варикозной болезнью и ощущает тяжесть в ногах, очень хорошая профилактика. А галька массирует стопы. Мир бездонный, пенный шелест, волн прибрежных. Над тобой встают, как зори, над тобой встают, как зори нашей юности, надежды. Море лечит и тело, и душу, и, что немаловажно, дает заряд бодрости на целый день. С этим ощущением радости мы охотно отправились на работу. Почему наши люди считают, что прогуливаться у моря нужно летом, а зимой не обязательно? Те микроэлементы и те ионы, которые витают в воздухе, бром и йод, которыми мы дышим, они присутствуют круглый год, и мы круглый год можем укреплять свой иммунитет, успокаивать свою нервную систему, получать заряд бодрости. Для этого не надо ждать лета. Насколько важно, чтобы каждый из нас употреблял именно морепродукты? Есть морепродукты, кальмары, креветки, мидии. Да, Ну, к сожалению, у нас Черное море, да. Да, поэтому... а есть рыба различная, морская, и то несет свою пользу, но хочется оговориться, что надо быть немножко избирательным. К примеру, у нас очень много мидий, вот буквально там в том году очень многие мои знакомые, да, которые сами собирают эти мидии, и тут же вечером они их там на костре готовят, едят и думают, что это очень полезно. В них больше белка, чем в мясе в 10 раз, в них очень много микроэлементов, в них очень
очень много витаминов, да, и они низкокалорийные, если мы уже говорим о соблюдении, скажем так, фигуры. Но стоит учитывать, что мидии, они являются некими фильтрами воды. И все, что находится в воде, они все пропускают через себя. По-хорошему, как бы мидии, их должны выращивать. Специальные фермы есть, специальные источники, да, то есть они месяц должны находиться под проточной водой для того, чтобы вот эти все химикаты, которые попадают в них, не попадали в наш организм. Миф то, что там, если они прошли термическую обработку, там кто-то лимоном их поливает, еще что-то, это все не убивает те яды, которые могут в них находиться. То есть тут надо быть немножко осторожным и бдительным. Куда бы ты пошел, чтобы купить свежую рыбу? На рынок. Вот и я так думаю. Многие наши граждане в поисках свежей рыбы отправляются в Сухумский центральный колхозный рынок. И мы направимся туда. Уже далеко за полдень, а на рынке все такая же суета. На прилавках много свежих овощей и фруктов. Местные, выращенные в Абхазии, хвалят свой товар продавцы. Время мушмулы. Цена за килограмм 100 рублей. Соблазнившись разнообразием, я по пути узнаю стоимость природных витаминов. Немного отвлеклись от темы. Апсыц, так называется единственный рыбный магазин на центральном рынке. Сейчас мы зайдем в магазин, посмотрим, какой у них ассортимент, и узнаем цены. Вокруг запах свежей и копченой рыбы. Внутри магазина прохладнее, чем снаружи. Работает кондиционер. Здравствуйте. Здравствуйте, мои красавицы. Здесь вся рыба местная. Местная. Общительные продавцы рассказывают, что их поставщики – частные предприниматели, а они – реализаторы товара. Если рыба плохо продается, устраивают распродажу за полцены. Остаток на ночь оставляют в холодильнике. Если она не реализована, сколько дней ее будете держать? До завтра. До завтра. А если завтра? Продастся. Продастся? Да. Не остается, остатка не Нет. бывает? Это ставрида. Ее цена 100 рублей за мелкую и 150 за крупную. Видно, ее привезли совсем недавно. В день такая рыба продается по 30 килограмм в среднем, говорит продавец. Это катран. А вот это? Это карагёз. А это? Это камбала. Самый большой спрос на барабулю и хамсу, но их сегодня не оказалось на прилавке. Рита уже несколько лет торгует рыбой. По ее словам, за эти годы цены повысились. Дорогую рыбу трудно продать, а срок хранения маленький. Поэтому у нас доступные цены, говорит она. Если на третий день уже рыбу мы или выбрасываем, или вот людям просто отдаем. Самая дорогая рыба в этом магазине – горбуша. 1 килограмм 500 рублей. Самая дешевая – морской кот. Раньше ее не ели, но сейчас покупают, говорит продавец. И тут вспомнилась фраза «на безрыбье и рак рыба». И этот покупатель высказал нам свое возмущение. Хочу сказать спасибо, кто вот это ловит, хоть частники что-то обеспечивают. Государственной рыбы в Абхазии нету. А почему нету? Обидно. Вот мы живем, где море. Рыба должна быть у нас копейки, чтобы люди могли прийти рыбу купить и кушать. Здесь же продают и копченую рыбу, которую еще свежую покупают у рыбаков, а потом сами дома коптят. Моем, солим, полежит 2 часа, накалываем на гвоздик и коптилочку, стружку зажигаем, и дым идет. Несмотря на то, что на колхозном рынке один рыбный магазин, черноморскую рыбу можно купить еще и прямо на улице. И мы отправились на поиски таких продавцов. Людей так много, что мы боимся потерять друг друга, но рыбу пока не нашли. Обычно на улице, здесь в этих местах, в рублевых пакетах продаются рыбы. Но вот мы ищем эту рыбу, пока найти не можем. Возможно, сейчас и не сезон. Рыбы не так много. Минут 20 мы ходим по рынку. И правду говорят, что все слухи рождаются на рынке. Тут же мы услышали, что всю абхазскую рыбу контрабандой вывозят за рубеж, и что Черноморский бассейн скоро опустеет. И то, что единственный рыбный магазин закроется на ремонт. Но на этом самом интересном месте мы, оставив слухи на потом, поспешили к тому, что искали. Вот наши поиски увенчались успехом. Мы видим, что здесь продают рыбу в салфановых пакетах. Добрый день. Что за рыба и по какой цене? Ставридка по 70 и 120. Я спрашиваю, разве можно в такой жаркий день прямо на улице продавать рыбу, нарушая все санитарные правила? Нет, нельзя, но мы его быстро распродаем.
из холодильника приносят. Когда я назойливо стала расспрашивать о свежести рыбы, продавец продемонстрировала ярко-бордовые жабры, сказав, что это первый признак качества. А мы вернулись к слухам, вернее, к их разоблачению или же подтверждению. Поэтому отправились в Министерство сельского хозяйства, которое курирует вопрос рыбной отрасли в нашей стране. Морская вода, в данном случае наше море черное, несет также и целебные свойства. Ряд больных, страдающих какими-то кожными заболеваниями, то есть принимая ванны именно морской воды, излечиваются, достигают стадии ремиссии и так далее, и так далее. Море – это массаж и для мышц, это особенно актуально для детишек, для маленьких, да, то есть и для осанки, и в принципе во время плавания развиваются все группы мышц, укрепляются, да, вот, но это еще и массаж для сосудов. За счет разницы температуры, когда мы входим в море, да, включаются такие процессы теплорегуляции, сосуды суживаются, да, то есть первая реакция, и потом постепенно, по мере того, как мы находимся в воде, они начинают расширяться, то есть это держит сосуды в тонусе. Помимо того, очень много морепродуктов содержат вещества, которые именно укрепляют стенку сосудов и делают их эластичными. Вот если в норме, сколько раз в неделю у человека в рационе должны быть морепродукты? Да хоть каждый день. То есть, по сути, вредными они не будут являться, если он будет употреблять их? Вредными они не будут являться, но не стоит забывать о том, что какими бы полезными ни были морепродукты, все равно они не дают нам все то, что необходимо. Да, нам это не грозит, или там практически не едим морепродукты, они для нас недоступны, да, в основном привозное. Да, вот я 2 года как переехала сюда, я просто сама очень люблю морепродукты, и для меня было, наверное, таким немножко шоком, то, что здесь нету в изобилии большого количества рыбы, морепродуктов, то есть нету прийти на рынок, и чтобы вот именно морепродукты были. Здесь почему-то больше вот культ на мясо, хотя у нас есть все условия, чтобы мы сменили одно на второе. Морепродукты и море, они могут действовать на все системы организма практически. Йод, щитовидная железа, да, то есть морская капуста содержит большое, достаточно съедать в день 20-30 грамм морской капусты для того, чтобы получать суточную норму йода. Но, несмотря на это, у нас очень большая проблема с йододефицитом на самом деле в республике. Да? Вот. Но, опять-таки, хочется оговориться, что йод, он является аллергичным, и вот с осторожностью надо его употреблять беременным женщинам, потому что в дальнейшем это может привести к тому, что у ребенка может развиваться диатез. Мы можем купить морепродукты, приобрести, не знаю, привозные, местные. Это же еще надо уметь правильно приготовить, а даже важнее правильно выбрать. Это должна быть свежая именно рыба или же замороженная? Желательно, чтобы это была свежая рыба, но, к сожалению, еще раз скажу, что у нас с этим, не то что проблема, но, скажем так, дефицит, да, то есть не всегда можно по желанию найти свежую рыбу в любое время суток. Чаще это замороженная рыба в супермаркетах, которая продается. Способ приготовления, желательно, конечно, чтобы это было не жареное, как мы любим там в муке обвалять, на масле пожарить. Нет, пусть лучше это будет просто гриль или в духовке запечь можно, да, на пару сделать, чтобы вот вкусить именно вкус самой рыбы и самих морепродуктов. И очень важно, с чем вы употребляете. Допустим, с овощным салатом или со злаками, то никакого вреда и никакого избытка холестерина вы не получите. Копченое все, в принципе, тяжело переваривается, нагрузка идет и на поджелудочную железу, на нашу, то есть не стоит. Лучше делать акцент именно на свежие продукты, чтобы это была действительно свежая рыба. Магазина, в котором мы регулировали цены, это вопрос не сегодняшнего дня, мы всегда ставили. Так началась наша беседа с начальником отдела рыбной отрасли и животноводства Министерства сельского хозяйства Артуром Сарыбекяном. На сегодняшний день в стране нет государственного предприятия в рыбной отрасли. Известные в советские времена рыбколхоз и рыбсовхоз сданы в аренду на длительное пользование. В какой-то мере мы, естественно, на ценовую политику, так как магазин будет в системе Минсельхоза, повлиять сможем. Возможно, государственный рыбный магазин будет построен, но решит ли он проблему? В Министерстве сельского хозяйства не считают цену на рыбу высокой. В среднем 150-200 рублей за килограмм. Есть моменты в сопредельных странах, порой она в 2-3 раза выше в цене, и соблазн, утечки.
Ловлей рыбы сейчас занимаются частные береговые бригады. Они же поставщики морепродуктов на внутренний рынок. Но цены за пределами Абхазии выше. Та же барабулька в России стоит 750 рублей. Но есть ли разрешение на вывоз? Но этот вопрос уже не в компетенции Министерства сельского хозяйства, говорит Артур Сарабикян. Скорее всего, да, каким-то образом ввозится, но это неподтвержденная информация. В нашей стране 4 частных предприятия по переработке рыбной муки и жира. Как сырье используют хамсу. Одно из предприятий за 1 год в качестве налога внесло 84 миллиона. А также была попытка наладить производство рыбных консервов и брикетов, но безуспешно. Из морепродуктов налажена добыча только рыбы. Это все требует определенных финансовых вложений, и на сегодня просто республика не располагает такими. С апреля по ноябрь месяц в нашей стране запрещен активный способ рыболовства. Поэтому больших судов на море сейчас меньше. И культура потребления морепродуктов у нас невысока, считает Артур Мканович. Возможно, это что-то новое для абхазского меню. Но очень часто гости, посещающие нашу страну, спрашивают про рыбные рестораны. Но эта тема, видимо, для другого сюжета. Именно для каких заболеваний рекомендовано купаться в море? Заболевания щитовидной железы и вообще обменные процессы, да, потому что йод, который содержится, он все-таки улучшает обменные процессы и очищает тем самым организм. Нужно полоскать морской водой полость носа, полость горла, потому что вместе с полосканием, да, слизистая пропитывается теми микроэлементами, которые содержатся в воде, но это стоит делать не на берегу, брать воду, полоскать, чтобы просто сейчас, где-то в глубинах, то есть специально набирается морская вода. Это заболевание нервной системы, бром, который содержится, успокаивает, скажем так, нервную систему и благоприятно действует на нее. И в целом на иммунитет, то есть заряд бодрости мы получаем. Я вот удивляюсь, приезжают отдыхающие, они и днем загорают, лишь бы отсюда черными уехать. Но они приезжают на 10 дней, они приезжают оттуда, где нету моря. Лимит времени. И они за эти 10 дней должны набраться от него на целый год вперед. Это мы, живя здесь, проходим мимо и даже не ощущаем, да, наверное, все то, что оно нам может дать. Вот некоторые считают, что лучше купаться и полезнее купаться в отдаленных местах, нежели в центре, где много людей, что там чуть дальше, за километр, море чище. Может быть. Ну, наверное, это вот нам Аэлита скажет поподробнее, наверное, исходя из того, что должны быть в норме очистительные сооружения. Да, конечно. Тем более мы за живем этим в надо городе. следить. Я думаю, это задача нашего государства. Наверное, у нас же есть какие-то государственные пляжи, частные пляжи. Каждый должен отвечать за тот кусок территории, который ему принадлежит. Вот, Аэлита, моя бабушка все время говорила, что с рыбой нельзя есть молочные продукты. Ну, это индивидуально. Просто есть люди, которые просто в принципе не переваривают молочные продукты, да, то есть тот белок, который там содержится, они его не перевариваются, потому что с возрастом те ферменты, которые вырабатывает наш организм, у взрослых людей у 25% они только остаются, а остальные 75% они его теряют и не вырабатывают, поэтому как бы молоко не переваривается. А так, в принципе, очень много блюд, рыба в каких-то сливочных соусах, сметанных соусах, то есть это все. Вот, а где вы для своей семьи приобретаете вот рыбные продукты? Я проверяю очень просто. Я набираю там ковш воды, после того, как рыба размораживается, опускаю ее туда. Если она тонет, значит, она свежая. Если она не тонет, значит, такую рыбу лучше не готовить. Если Потом не смотрят тонет, по глазам. Если они ясные, да, не замутненные, тогда рыба свежая. Если все-таки-то глаза немножко мутноватые бывают, тогда лучше эту рыбу не употреблять. Вот кто-то по жабрам выбирает. Кто-то выбирает и по жабрам, да. Ну, я к этому вопросу подхожу более деликатно. У меня есть знакомые, которые промышляют рыбой. Вот к кому надо обращаться. Будь добр, адресочек и телефончик. К сожалению, заболела очень сильно. И вот после болезни
вот именно как-то вот такое озарение пришла мысль в голову, что вот мне надо встать, пойти, и это было где-то в феврале. Не бывает худа без добра. Это Оксана. Она рассказывает о том, как море стало важной частью ее жизни. Уже 2 года, как она купается каждый день, круглый год. Про болезни я вообще забыла, то есть даже вот эти вот, так скажем, головные боли, это я могу даже пойти на море, когда и, скажем, голова болит, там плохо спала, даже с насморком, и мне кажется, что это мне помогает, что у меня проходит. Оксана – мать 4 детей, старший студент 3-го курса. Она по специальности визажист. Скоро откроет свою студию. Много хлопот с этим, но она справляется. И у нее есть свой секрет молодости, здоровья и сил. Очень много сил появляется, и просто энергии, конечно, позитивной, и которая помогает справиться просто со всеми нашими трудностями в жизни, которых всех очень много. Пока общаемся с героиней репортажа, к нам подходит официант и предлагает меню. Меня интересуют морепродукты. Здесь они в большом разнообразии. Эти блюда готовятся, например, из местных рыб. Барабулька у вас есть. Заказывают барабульку? Да. Бывает не то, что по 100, по 200 грамм. Оксана из тех, кто ведет здоровый образ жизни. Она соблюдает правила и в питании, поэтому всегда в тонусе, а на лице естественная улыбка. Однако она считает, что наши граждане не пользуются благами, которые дает нам море. Сюда люди едут за 1000 километров, чтобы просто прикоснуться к этому морю. А наши люди почему-то не хотят даже сделать 2 шага. Нам выбирать свой путь. Вести здоровый образ жизни в Абхазии несложно. С утра плавание в море. Причем климат позволяет делать это круглый год. Небольшая страна, небольшие расстояния. При каждой возможности пройтись пешком. Радовать свои глаза лицезрением морской глади и зелени. Дышать свежим морским воздухом и включить в свой рацион рыбу. И, конечно же, в глазах здорового и радостного человека мир выглядит по-другому. Хотелось бы поговорить, вот насколько детям необходимы морепродукты. Во многих, скажем так, сортах рыбы, ну практически во всех, содержится большое количество витамина D и кальций, который укрепляет кости и который не приводит к развитию рахита. Если сравнивать рыбу и постную говядину, то белок, который содержится в рыбе, он в 2 раза легче усваивается, чем белок, который содержится в говядине. Насколько полезен рыбий жир? Это, наверное, для стран северных, у которых нет такого доступа широкого к морепродуктам. При умном подходе и рациональном использовании морепродуктов можно избежать этого, потом у нас солнце круглый год практически. Насколько наше море чистое, экологически чистое? Вот, кто должен проводить эти анализы лабораторные? Можно ли купаться всем детям? В какое время суток? Все то, что мы выбрасываем в море, все это мы получаем с морем обратно. Если мы будем следить за тем, куда уходят наши отходы от производства или просто вот никаких проблем именно с загрязнением воды быть не должно. У нас нету каких-то больших заводов, да, то есть это все то, что вот мы сами, человеческий ресурс. Я думаю, и что нефти нет, пока нет, слава Богу, надеюсь, и не будет. Да. Тогда и море наше благодарит. Оно вместе с Средиземным морем это 2 моря, которые наиболее богаты именно минеральными веществами, поэтому они считаются целебными. Дорогие обжоры и любители диет, фанаты сладкой газировки и гамбургеров. В общем, все те, кто не соблюдает режим сбалансированного питания. Медицина достигла таких высот, что любые проблемы вашего здоровья мы исправим на раз. Продолжаем портить собственные зубы неумеренным потреблением сладкого. Есть отличные стоматологи. Не можете перестать обжираться и поэтому страдаете ожирением? Ерунда! Мы откачаем ваш жир. В погоне за красивой и стройной фигурой вы заработали анорексию? Какие пустяки! Наши хирурги пришьют вам недостающие объемы. Ешьте все и побольше, мучайте себя голодом и диетами, питайтесь не по правилам, и мы, врачи, никогда не останемся без работы. Правильное питание должно быть сбалансированным. Спасибо за беседу, это было, правда, вовремя. Большое спасибо, что были у нас в программе. Спасибо, что пригласили.
Как часто ты кушаешь морепродукты? Кстати, я очень люблю морепродукты, ну, икру не люблю. Я, видимо, не из высшего общества. Я, кстати, из морских продуктов ем только 2 вида рыбы. А речную рыбу я вообще не ем. Все-таки переходи на икру. Вот если ты будешь есть икру, у тебя не будет 2 дублей. Не, ты будешь соображать очень быстро и мощно. И ты будешь элитой. Вот этот момент попрошу вас вырезать. Да, попросим вырезать, но оставить.